Десяткам российских банков предрекли дефолт, так как в третьем квартале 2020 года, после прохождения первого пика пандемии коронавируса, ситуация в банковском секторе не улучшилась. По прогнозу аналитиков, в течение 12 месяцев с российского рынка могут уйти 35 кредитных организаций. Отмечается, что в третьем квартале 2020 года кредитное качество портфелей банков в среднем не улучшилось. Также у проблемных игроков не было даже точечного повышения устойчивости. По оценкам аналитиков, за последний год 26% действующих банков были убыточны. В январе-сентябре более трети организаций, это 36%, столкнулись со снижением регулятивного капитала. Помимо прочего, у 50% банков снизились остатки на вкладах населения, у 36% на счетах бизнеса. Компания Pfizer обратилась в Американское управление по контролю за продуктами питания и лекарствами с просьбой дать разрешение на использование своей вакцины от коронавируса в чрезвычайной ситуации, что предполагает ее регистрацию по упрощенной схеме. Рассказывает Артем Сторонов. Компания Pfizer в пятницу подала заявку на регистрацию в США своей вакцины от коронавирусной инфекции. Фармакологический гигант просит Американское управление по контролю за продуктами питания и лекарствами одобрить использование препарата в чрезвычайной ситуации, что предполагает его регистрацию по упрощенной схеме. Это первая заявка подобного рода, поданная в Соединенных Штатах. Pfizer ожидает, что получит разрешение ведомства уже в середине декабря. Сразу же после этого компания готова поставлять вакцину. К концу года Pfizer рассчитывает произвести 50 миллионов доз препарата, что позволит сделать прививки 25 миллионам человек. Всего за несколько дней до этого компания отчиталась о 95% эффективности своей вакцины по итогам третьей фазы клинических испытаний при отсутствии у нее серьезных побочных эффектов. На эти сообщения американские биржи отреагировали рекордным ростом фондовых индексов. После появления новостей о подаче заявки на упрощенную регистрацию в США, власти Великобритании обратились в Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения с просьбой оценить возможность применения препарата в стране. Если регуляторы его одобрят, Соединенное Королевство до конца года получит 10 миллионов доз вакцины. В компании Pfizer также заявили, что после получения разрешения в США они надеются вскоре начать поставки препарата и в страны Латинской Америки. Тем временем, российская вакцина от коронавируса «Спутник Ви» будет стоить намного меньше, чем вакцины Pfizer и Moderna. Об этом сообщается в аккаунте вакцины «Спутник Ви» в Twitter. Объявленные цены в $19,5 за дозу вакцины Pfizer и $25.37 за дозу вакцины Moderna на самом деле означают, что цены составят $39 и $50.74 на человека соответственно. Одному человеку требуется 2 дозы вакцин Pfizer, Спутник Ви и Moderna. Цена на Спутник Ви будет намного ниже, указано в сообщении. Цена российской вакцины будет объявлена на следующей неделе, уточнил представитель Российского фонда прямых инвестиций. Остается чуть больше месяца до окончательной отмены режима ЕНВД – единого налога на вмененный доход. Отмена ЕНВД плановая. Законодательство устанавливает, что действие режима заканчивается 1 января 2021 года. С этой даты его плательщики будут сняты с учета автоматически. Однако до конца 2020 года бизнесу на вмененке нужно выбрать новый налоговый режим. У предпринимателей есть 4 замены ЕНВД. Первая – это перейти на упрощенную систему налогообложения. Здесь налог платится либо с доходов без учета расходов по ставке до 6%, либо с доходов за вычетом расходов по ставке до 15%. Второй вариант – это патентная система налогообложения. При этом режиме годовой доход не должен превышать 60 миллионов рублей, а численность работников составлять не больше 15 человек. Налоговая ставка в этом режиме фиксированная – 6% от потенциально возможного дохода. Третий вариант – налог на профессиональный доход. Такой налог могут применять физлица без наемных работников и с годовым доходом не более 2 миллионов 400 тысяч рублей. Ставка налога в этом режиме 4% при работе с физическими лицами и 6% при работе с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. Четвертый вариант – остаться с 1 января на общей системе налогообложения. Но это самый сложный для малого предпринимателя режим. Он предполагает уплату НДС, НДФЛ для индивидуальных предпринимателей и налога на прибыль для юридических лиц, а также налога на имущество, от которых освобождены спецрежимы.